Всем привет, дорогие мои! Сегодня с вами Астарта Сантья-Тара, и мы делаем расклад на тему, что он чувствует ко мне сегодня, его чувства к вам сегодня. Как обычно, пожалуйста, все последние новинки будут в описании к этому видео. Пожалуйста, обратите свой взор, свое внимание. И также плейлисты, тоже все для вас. И пожалуйста, сосредоточьтесь, подумайте о своем мужчине, представьте его, визуализируйте его и выбирайте свой вариант. А я перехожу к варианту номер 1. Итак, первый вариант. Его чувства к вам сегодня и что будет он предпринимать и делать дальше. Его следующий шаг. Итак, вы знаете, такое ощущение, что мужчина пытается собрать то, что было сломано, либо была ссора, либо был конфликт, либо недопонимание. Ну, такое, я думаю, что не роковое, но в любом случае не безболезненное. И сейчас в чувствах к вам он хочет все это залечить, чтобы все раны затянулись, чтобы то, что было разбито, разрушено, все эти недопонимания, чтобы они ушли, чтобы они окончательно покинули ваши отношения. Он хочет быть с вами, не желает он расставания, наоборот, хочет более глубинных, более таких чувственных отношений с перспективой, отношений, которые дадут в дальнейшем свои плоды, отношения теплые, отношения гармоничные, отношения партнерские, вот таких вот двух человек, отношения двух людей, двух человек очень близких, очень родных друг другу. Также, конечно же, здесь есть страсть, здесь есть желание, здесь есть стремление быть с вами. И смотрите, да, думает он лишь о вас, желает, опять же, повторяюсь, быть с вами и строит здесь какие-то планы. Вот тут может быть уже точно конкретно. Смотрите, у нас и карта змея с одной стороны, и карта лиса. То есть мужчина скрупулезно продумывает, что-то анализирует, какие-то некий такой стратег он у вас, видимо, и желает, чтобы отношения развивались. И, скорее всего, чтобы развивались, знаете, вот так, как он это видит, так, как он это чувствует. Хочет развития он однозначно, хочет, чтобы отношения шли вперед, чтобы отношения двигались, чтобы отношения развивались. Никуда от вас он не уйдет, никуда от вас он не хочет уходить, хочет быть с вами. И его действия на данный момент, да, вот он будет наблюдать за вами, будет наблюдать, будет анализировать, будет следить за вашей реакцией на его поведение, на его слова, на его действия. Он будет к вам внимателен, будет к вам, как говорится, галантен, будет, может быть, даже одаривать вас подарками, комплиментами, будет вам показывать и декларировать, что он хочет, вот знаете, таких уже оседлых, крепких отношений, заякоренных отношений. Будет всячески вам показывать, что он хочет перемен, что он хочет роста в отношениях. Также для некоторых еще может проиграться так, что он предложит какую-то поездку или какой-то отпуск совместный. Но вот здесь вот эти карты, да, особенно метафорическая, вот эта карта всегда очень часто показывает на то, что мужчина влюблен, и это, знаете, как два голубка. Люди будут, пара будет, вот, как говорится, любиться, будет такой вот приятный, конфетно-букетный, нежный, чуткий, красивый момент в отношениях. Также, опять же, да, тут желание перемен, стремление к переменам, но это будет все, знаете, со стороны у него такие действия неспешные, продуманные, как я уже и сказала, да, тут в чувствах желание, но вот все продумать, да, спланировать.
И еще и может быть после каких-то неприятных ситуаций в ваших отношениях мужчина будет просто смотреть на вашу реакцию, мужчина будет вас прощупывать, мужчина вас будет просчитывать, пытаться раскусить, чтобы понять, да, правильно ли он себя ведет, неправильно ли он себя ведет, и куда все его поведение, все его потуги, все его действия заводят ваши отношения. Но здесь однозначно мужчина хочет быть с вами, и чтобы отношения развивались, чтобы отношения шли вперед, чтобы они были легкими, чтобы они были прекрасными, чтобы они были чудесными, чтобы они дали свои плоды в дальнейшем. Вот такой у нас чудесный, прекрасный был первый вариант, дорогие мои. Пусть ваши отношения будут прекрасными, пусть ваши отношения будут чудесными, пусть в отношениях будет мир, лад, гармония и все самое прекрасное и чудесное, что может быть в отношениях между мужчиной и женщиной. С вами была Астарта Сантия. Всего вам самого хорошего. Пожалуйста, как обычно, ставьте лайки. Подписывайтесь, пишите комментарии, давайте мне свою обратную связь. И что бы вы, конечно, хотели, на какие темы вы бы хотели видеть расклады на моем канале. Я с вами прощаюсь, перехожу к варианту номер 2. Итак, второй вариант. Смотрим вас и его чувства к вам сегодня. Вот вы знаете, у мужчины сейчас внутри сплошная боль. Такое ощущение, да, что он чувствует себя покинутым, что он чувствует себя брошенным, что он чувствует себя обиженным. И что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, он будет агрессивно реагировать, противостоять, он будет отворачиваться. Посмотрите, какие карты выпали на чувства, да, сами понимаете, что тут такое ощущение, что он прошел, вот у него в чувствах, да, что он прошел какой-то путь, пытался что-то изменить, пытался что-то как-то внести какие-то коррективы, какие-то перемены, но это ни к чему его не привело. Привело лишь к тому, что он еще больше закрылся, что он еще больше вглубь эту боль, эту обиду запихал, что это привело только лишь к конфликтам, что это привело только лишь к обидам и еще большей боли у него внутри, чем была до этого. Мужчина чувствует, что все его потуги, что все его желания, все его стремления, они ни к чему не приведут. А мужчина сейчас, знаете, вот в таком положении, он прислушивается лишь к своим инстинктам и своим желаниям. Он понимает, что все его прошлые действия, они были тщетны, они не дали ему того результата, который он хотел бы. И здесь в чувствах у него сплошные, уже, знаете, вот осталось ему, чем он и не занимается, вот анализирует, что он сделал правильно, что он делал неправильно. Закрывается и, знаете, вот даже если вам что-то показывают и декларируют, ну, касаемо его чувств, все это поверхностно, он не показывает, что у него болит, как у него болит, что накипело на самом деле. Тут он закрывается от вас, потому что больно, потому что неприятно, потому что есть обида. Вот сами видите, метафорические карты у нас более чем говорящие. А Ленорман у нас показывает, опять же, да, как я уже говорила, инстинкты, характер, что сейчас он в связи с тем, да, что есть обида, что есть боль, он уже как бы защищается на инстинктивном уровне, да, чтобы больше не чувствовать эту боль, эту обиду, что была раньше. Тут уже у него, у мужчины включаются вот инстинкты, грубо говоря, самосохранения, да, потому что не хочется испытывать то, что он испытывал или испытывать сейчас, еще больше это все усугублять, углублять, в общем, подкидывать соли. Его действия. А вот в действиях, да, вот как бы ни было ему больно, как бы ни было ему неприятно, он все равно в какой-то мере будет как-то пытаться более или менее отношения вот держать на неком уровне партнерства, на неком таком вот
удерживать хотя бы то, что сейчас между вами есть. Я не думаю, что есть что-то прям сверххорошее, но в любом случае он как бы пытается, смотрите, да, по всем картам видно, удержаться на плаву, чтобы совсем не потонуть, чтобы совсем не уйти в эту боль, в какое-то депрессивное состояние, да, он пытается удержаться на плаву. И такое ощущение, что с одной стороны, вот метафорические карты нам говорят, что ему это не сильно-то удается, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, вы все равно у него поощрение от вас, в общем, он не найдет, он не сыщет. А даже если вы как-то и что-то будете ему как-то более или менее выказывать свою благосклонность, да, все равно он ее не увидит, он ее не почувствует. У него будет такое ощущение, что в любом случае вы его угоните, вы его прогоняете, вы не подпускаете его к себе и тем самым как бы еще больше причиняете ему боль. И от этого, опять же, смотрите, результатом всего этого действия будет, что мужчина будет закрываться, мужчина будет как бы, знаете, вот показывать вам, что ну и ладно, грубо говоря, я и так проживу, и ты мне не нужна. Такое некое высокомерие будет в его поведении в результате. Хотя, с одной стороны, не могу сказать, что его действия будут какими-то такими супер положительными, супер хорошими, супер результативными, чтобы, знаете, как-то вас к нему еще больше развернуть, чтобы вы стали более благосклонны и поняли, почему же он себя так вел, почему же так вообще складывались отношения и пришли к тому, к чему они сейчас пришли. Далее, смотрите, Ленорман, опять же, да, мужчина будет закрываться, как я и сказала, и будет гнуть свою планку, чтобы будет добиваться как бы своего, потому что тут уже инстинкты у него включены на всю катушку, они у него работают, он уже его уже несет куда-то, он, кстати говоря, это даже и не контролирует. Это неконтролируемо уже, потому что тут у нас дальше ребенок. Ребенок нам такое ощущение, что здесь показывает, да, в этом раскладе то, что нет такой вот глубокой взрослой осознанности у мужчины. У него одна цель — это удержаться на плаву. Чем он заниматься будет, он, возможно, от него и будут исходить какие-то, я не знаю, действия, но они не принесут плодов таких, каких он ждет. Будут свои результаты, будут свои плоды, но чего-то положительного он от них не получит. Потому что действия будут да не те. Не те, и не так, и не туда. И, в общем, все как-то не то и не так у него. Потому что, вот знаете, вот эта обида, вот эта боль, которая сидит внутри, не дает ему увидеть ситуацию с другой стороны. Такое ощущение, что мужчина видит ситуацию только лишь со своей колокольни, и от этого и пляшет, от этого и идет, и от этого все его действия, все его поступки, они кривые, они косые, и они не приводят к положительному результату. Тут также мужчина может показывать вот некую такую капризность, да, детскость в характере. Тут какие-то будут незрелые поступки тоже от него исходить. Вот такой вот у нас был второй вариант дочки. Желаю вам терпения, желаю вам мудрости, желаю вам гармонии. Пусть что бы ни было, что бы ни происходило, ваша жизнь все равно была бы наполнена прекрасными, чудесными моментами. И вы любите себя, балуйте себя, берегите себя, кто, если не мы, как говорится. И всего вам самого хорошего, благополучия, успехов. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной, что смотрели мое видео. Надеюсь, что моя работа, искренне надеюсь, что моя работа приносит вам
помогает, да, и приносит вам какое-то некое успокоение, что ли. В общем, всем пока-пока. Перехожу к варианту номер 3. И, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну что, третий вариант. Смотрим вас и его чувства к вам сегодня. Но мужчина влюблен однозначно. Мужчина чувствует к вам притяжение. Мужчина чувствует к вам любовь, влюбленность. Мужчина хочет быть с вами. Мужчина понимает, что вы... Вот с вами всегда приятно находиться вместе. Мужчина видит в вас девушку прекрасную, девушку очаровательную, девушку красивую, девушку наполненную, которая всегда поможет, которая всегда подскажет, девушка мудрая, девушку мудрую. Господи. Смотрите, еще тут выпала ваша карта Бланка на Ленорман, то есть он в вас нуждается, он в чувствах, да, вы однозначно сидите у него на сердце, как говорится, занозой, да, сидите, содержит он вас в своем сердце, вот и никуда. И такое ощущение, да, что он по картам, не знаю, вот напрягает меня лишь вот эта карта в метафорической колоде, которая говорит о том, что мужчина иногда сомневается. Знаете, тут такие сомнения, но не в вас, а в себе. А достоин ли я такой девушки? Может быть, я ее недостоин, может быть, ей будет хорошо с другим, может быть, я недостаточно для нее хорош. Вот такие вот чувства могут быть у него внутри. Но как бы он не сомневался, чтобы он там себе не надумывал, не придумывал, все равно на сердце вы у него есть. Эти чувства у него развиваются, чувства к вам у него растут. То есть, идут как бы дальше, да. Причем, знаете, такое ощущение, что он понимает, что уже так просто, как раньше, ничего не будет, потому что эти чувства глубокие, эти чувства глубинные, и они уже его куда-то направляют, его куда-то ведут. Он пока сам не понимает, куда, но он влюблен однозначно и хочет быть рядом с вами. Но смотрите, в действиях он будет, конечно, подчеркивать вашу красоту, ваше изящество. Он понимает и также будет вам декларировать, что отношения с вами — это для него такой новый этап в жизни, для него это перемены, что он старую книгу своей жизни закрывает и начинает с вами новую. Вы для него — это возможность изменить свою жизнь, вы для него — это шанс, причем шанс хороший, он как lucky man, которому попалась удача, причем большая, которая способна его жизнь наполнить, которая способна его жизнь украсить, которая способна его осчастливить. Ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, он с вами может поговорить о чем угодно, он может, не стесняясь и не боясь, открыться вам, он может быть с вами самим собой. И вот поэтому даже, знаете, он не понимает, как такая девушка, как вы, вот такая прекрасная, чудесная, замечательная, талантливая, где-то даже креативная, мудрая, умная. Вот почему вы с ним, почему вы выбрали его, и сейчас вы рядом с ним. И все это его приводит к тому, что его несет, он не знает, куда несет, он с вами, понимает, что вы пара, что вы партнеры, да. Тут уже такая позиция довольно-таки уверенная, но внутри у него все равно сомнения, но сомнения, потому что он их сам и порождает из-за его неуверенности в том, неуверенности в себе. В действиях он вам будет показывать, что, конечно, он хочет перемены, он будет все делать для того, чтобы эти перемены настали, что отношения с вами его вдохновляют на перемены, на то, что жизнь можно изменить, можно жить вообще по-другому, можно быть счастливыми, можно быть удачливыми, можно жить полной и наполненной жизнью. Вот. И это его как
приводит, да, куда-то ведет, он сам не знает куда, потому что, да, есть направление, да, он понимает, но направление какое? Быть с вами, идти с вами дальше, но он пока не понимает, к чему это приведет, потому что его несет, и он на этих волнах любви и расположения к вам несется, причем это все уже достаточно стабильно у него внутри. Он это понимает, но к чему все это ведет, он пока не осознает до конца. Но он понимает, что хочет быть с вами, это уже четко, это уже конкретно. Вот он на вас как бы застолбился, заякорился. Вот так можно сказать. Дорогие мои тролльчики, будьте счастливы, будьте любимы, будьте желанны, пусть все будет в вашей жизни чудесно, прекрасно, здорово, красиво, великолепно, гармонично. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте мне свою обратную связь. Я с вами прощаюсь и до встречи в других моих видео.